Всем добрый день, меня зовут Ихтияр, я проживаю в городе Карабалта, это Кыргызстан. Я занимаюсь выращиванием огурцов, томатов. Я сторонник выращивания биометодами, поэтому я стараюсь не использовать химические фунгициды и инсектициды. Стараюсь находить препараты, которые содержат полезные бактерии, что для корневых подкормок, что для листовых подкормок. В данное время на этих огурцах используется несколько препаратов, содержащих полезные бактерии. Препарат Нуривит Плюс. Там в составе 7 бактерий полезных. Есть бактерии, которые отвечают за здоровье грунта и растений, которые борются с патогенами, с патогенными бактериями. Также есть лактобактерии. Есть бактерии, которые помогают мобилизировать фосфор и питание для растений. Также есть бактерии, которые добывают глюкозу. И большинство всех бактерий вырабатывают антибиотики. Именно сами вырабатывают для пользы растений. Антибиотики вырабатывают. Также ауксины. То есть гормоны, которые помогают для роста корней, для роста растения, в том числе ауксины, гиберлины, цитокинины и так далее. То есть для внесения удобрения сначала нужно подготовить воду. Вода у нас чуть-чуть щелочная, то есть ее снизить можно ортофосфорной или азотной кислотой. Это азотная кислота. 100 грамм азотной кислоты понижает pH на 1 единицу. То есть, допустим, здесь в районе 8, около 150 грамм, это получится около 6,5-6 pH. Вот, пар идет. Так, перемешиваем хорошо, чтобы все растворилось. Берем препарат Нуривит кальций карбонат. Так, открываем. Он такой белый порошочек. Расход вообще идет около 3 килограмм на гектар. Так как у нас 5 соток, это будет где-то в районе 150 грамм. Много его не надо. И препарат эффективный. Поэтому лучше меньше, чем больше. Все высыпаем. Сейчас хорошо перемешаем до полного растворения. Выливаем в бак для полива. Отличненько все растворилось. Берем препарат Нуривит Плюс. Здесь находится 7 полезных бактерий, микроорганизмов, которые улучшают поглощение питания. Они сами доносят питание. Есть бактерии, которые, допустим, мобилизируют фосфор. Есть бактерии вырабатывают цитокинины, ауксины. Есть бактерии, которые защищают от патогенов, таких как фузариум, вертицилиум, фитиум и так далее. Бактерии, 2 бактерии здесь, которые содержатся, вырабатывают антибиотики, поэтому растение будет и под защитой, и уже с питанием, так сказать. Все, что было в грунте, переработав остатки, вытаскивают с земли питание для растения. Так, расход здесь будет на гектар вообще уходит около 50 литров. На 5 соток это будет расчет около 2,5 килограммов. Сейчас мы возьмем и разведем отдельной емкости опять же. По запаху прям как вкусный лимонад. Так.
Перемешиваем аккуратненько, чтобы все растворилось, размешалось. Так, берем, выливаем в общую емкость. Емкость это вообще предназначена для капельного орошения. Здесь бак и стоит капельное орошение. Итого мы здесь вносим кальций карбонат, нуривит, и бактерии нуривит плюс. Так, включаем насос. Это стоит насос для капельного орошения. Все, включили. Вот как происходит капельное орошение. Вот эмиттер. Отсюда выходит капелька. Водовылив здесь 1,6 литров в минуту с каждого эмиттера. Данные препараты можно использовать не только в тепличном хозяйстве, но и в открытом грунте на любые культуры. Ну, допустим, кукуруза, картошка и так далее. Подходит ко всем культурам. Вернее, не то, что подходит. Потребность у этих препаратов у всех культур, что у кальция, что полезные бактерии. Вносить можно не обязательно, что именно капельным поливом. Вносить можно, допустим, опрыскиванием по листу. Работает практически точно так же. Но желательно использовать в вечернее время, чтобы растение не быстро высохло, чтобы успело поглотить то, что вы внесли. А так препараты отличные. Для открытого грунта подходят отлично.